Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Общее число лабораторных исследований на COVID-19 в Якутии превысило 1 миллион. Расскажем об эпидобстановке в Алекминском районе. Открытый диалог без галстуков. Участники молодежного фестиваля «Мусустар» встретились сегодня с главой республики Айсеном Николаевым. Вкусный конкурс в онлайн-формате. Школьники с ограниченными возможностями здоровья из Тампонского района соревновались в приготовлении блюд. Первый в этом году запуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» успешно произведен с космодрома «Восточный». На борту находится 36 космических аппаратов OneWeb. Всего, по словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в этом году намечается 29 космических стартов. Выведение аппаратов разгонным блоком «Фрегат» заняло около 4 часов. Спутники будут отделяться от ракеты-носителя в несколько этапов. Напомним, падение отделяющихся частей космического аппарата ожидается в Алданском и Кобяйском районах. И практически сразу после запуска Минэкологии региона измерила уровень радиации в Кобяйском Улусье. Обследовано 3 мониторинговые точки, отобраны пробы, проведены замеры радиационного фона. Он находится на уровне ниже среднереспубликанских значений, говорится в сообщении. На поиски фрагментов отправились сотрудники Роскосмоса, химлаборатории Хабаровский, Минэкологии Якутии и спасатели. Общее число лабораторных исследований на COVID-19 в Якутии превысило 1 миллион, а за последние сутки, по данным Оперштаба, в регионе заразились коронавирусом 27 человек. Из них в Якутске 17, в Вилюйском районе 3, еще 2 человек с COVID-19 выявили в Усть-Алданском улусе. По одному случаю зафиксировали в Мигино-Кангаласском, Мирнинском, Момском, Нерюнгринском и Хангаласском районах. За сутки лаборатории республики провели более 1700 исследований на COVID-19, а общее число готовых анализов перевалило за 1 миллион. На сегодняшний день в регион поступило всего почти 58 тысяч доз вакцины, использовано более 97% препарата. Тем временем очередная партия вакцины от COVID-19 поступила в Алекминский район. Кроме того, приобретены необходимые компоненты для исследований на коронавирус. Елена Фаст подробнее об эпидситуации в районе. На эти дни ситуация по коронавирусной инфекции в Алекминском районе стабильная. Все мероприятия по предотвращению и профилактике проходят в рамках рекомендаций, а также в соответствии с распоряжением оперативного штаба района. Санитарно-эпидемическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в Алекминском районе остается стабильной. Стационарное лечение получает 2 человек, амбулаторное лечение 1 человек. Благодаря взаимодействию с администрацией района приобретены компоненты для забора анализов ИХА, что значительно сократит время на постановку диагноза. Тесты ИХА получили 282 тест-полосок при содействии с администрацией района со спонсорами для работы, спонсорскую помощь. Этим у нас отпала необходимость отправки анализа на ПЦР в город Якутск, что было для нас очень проблематично. То есть у нас сократилось время постановки диагноза. Для отдаленных населенных, где у нас регистрируется, мы тоже очень оперативное решением Оперштаба отправляем тест-полоски и на месте это сразу определяем. В Алекминский район поступило 400 доз вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК. План по вакцинированию составлен. Первое поступление 500 доз. Освоено полностью первый и второй компонент. Второе поступление в количестве 300 доз также освоено полностью первый и второй компонент. Также получено третье поступление 400 доз. На оперативном штабе района определили количество и населенные пункты, где будем отправлять. В приоритете будут прививаться старше 60 лет и участники Сыхаломха. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Амгинский тубдиспансер проводит месячник профилактики. С 2016 года в районе работает муниципальная целевая программа защиты населения от туберкулеза. Больным выделяется набор продуктов и витаминов, что очень помогает в реабилитации. Помимо этого, Амгинский тубдиспансер ведет плановую работу по профилактике и раннему выявлению этого заболевания. В частности, проводит ежегодную флюорографию, детям в школах ставят манту, а участковые терапевты делают обходы лежачих больных.
В республике, значит, ситуация по туберкулезу по сравнению с 2019 годом несколько снизилась, ну, где-то более 30%. Но это, с одной стороны, можно объяснить и ограничительными мерами, но эта тенденция уже идет у нас, отмечается с 2012 года, когда вот именно республика перешла на ежегодный флюороосмотр населения. Стали выявляться уже более ограниченные процессы, и идет стойкая тенденция к снижению. Закрытие автозимников на севере Якутии начнется в апреле. По информации пресс-службы Центра управления регионом, на трассе Сибян дорогу намерены закрыть 15 апреля. На автодорогах Яна, Индигир, Верхоянье, а также Усть-Куйга, Депутатский, Белая гора, Булун, Алазея и Мома движение закроют 20 апреля. Автозимник на дороге Арктика планируют завершить 25 апреля, а до 10 мая должно быть закрыто движение по дороге Усть-Куйга, Казачьи Кресты. Отмечается, что сроки могут изменить в зависимости от фактической погоды. На сроках завоза угля для нужд районов республики сказались сбои в работе на угольной шахте Джибари-Кихая Тампонского улуса. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-премьера региона Дмитрий Садовников на ВКС. По его словам, для нужд коммунальщиков завезено почти 85,5% топливно-энергетических ресурсов. В прошлом году эта цифра достигала около 90%. На снижение показателей повлияли сбои в работе угольной шахты Джибари-Кихая. При этом проблема на сегодня все еще не решена, поэтому часть угля доставят в период навигации. Выезжала рабочая группа правительства, отметила то, что такая ситуация сложилась, и было рекомендовано, чтобы максимально в короткие сроки технику ввести и работу разреза вести плановый режим. Но, к сожалению, это не исполнено, не выдержано, вернее. И сегодня разрез с опозданием приступает к своим функциональным обязанностям, и мы наблюдаем то, что часть угля будет завозиться в навигацию. Естественно, это будет удорожание для ресурсоснабжающих организаций, но при этом и Министерство промышленности республики, и правительство будут находить пути решения для того, чтобы цена вопроса отпуска угля с этого разреза была немножко, скорректирована на понижение. Сегодня отмечается Всероссийский день работников культуры. Этот праздник объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное и культурное развитие общества. По традиции 25 марта наградили лучших деятелей и работников культуры и искусства. Им вручили знаки отличия: почетный работник культуры и искусства, заслуженный работник культуры. Также присвоены звания заслуженных и народных артистов Республики Саха-Якутия. Культура в том, как ты относишься к другим людям, как ты относишься к животным, как ты относишься к старикам, как ты относишься к детям, для чего ты позиционируешь свое искусство, что ты играешь и что ты хочешь транслировать. И если транслируешь то, что совпадает с твоим внутренним миром, значит, искусство работает правильно. Участники молодежного фестиваля «Мусу Стар» встретились сегодня с главой республики Айсеном Николаевым. Встреча прошла в пространстве для коллективной работы «Точка кипения» в формате диалога и без галстуков. Талантливая молодежь Якутии имела возможность задать руководителю региона волнующие их вопросы самого разного характера. Айсен Николаев во вступительном слове поблагодарил организаторов проекта за хорошую идею, а также отметил, что фестиваль является одним из крупных молодежных проектов не только в регионе, но и на Дальнем Востоке, а также одним из первых постпандемийных во всей стране. Вот сегодня уже поступает, мне уже пишут в соцсети, что давайте мы этот фестиваль сделаем постоянным, как раз таким весенним фестивалем молодежным для якутян. Если так подумать, у нас на самом деле такого ярко выраженного молодежного фестиваля нету. Ну, вот есть СЭХ молодежи и так далее. Ну, это СЭХов у нас очень много. Так, самых разных, да. А вот такой глобальный фестиваль российского уровня у нас пока еще отсутствует. Может быть, на самом деле, если все пройдет нормально, если молодежи это понравится, если вам это все понравится, так, ребят, то можно это было поддержать и потом сделать его постоянно.
Вопросы от участников фестиваля главе республики поступили самые разные. Они касались развития кино в регионе, в частности якутского, а также поддержки киберспорта, любительского биатлона и другие вопросы. Вопрос, именно который я хотел бы задать, это вообще касательно самого фестиваля. Насколько часто будут такие фестивали проводиться? И я надеюсь, что это не единичный случай именно в Республике Саха-Якутия. Почему? Потому что Дальний Восток, мы знаем, что Центральная Россия очень богата на такого рода мероприятия, а Дальний Восток не очень. Поэтому будем надеяться, что Мусустар будет у нас ежегодно. Вы участвовать будете, да? Да, конечно, само собой. Что вы представите? Мы будем участвовать в флеш-марафоне, это получается у нас танцевальный трек. Мы, представители разных народностей, разных национальностей, в своих национальных костюмах будем принимать участие именно в марафоне. То есть там будет своего рода шествие, где вот представители национальных костюмов будут принимать участие. Это своего рода показ того колорита, который находится в Республике Саха-Якутия, той многонациональности, многонародности, которые тут проживают. В школах Тампонского района провели конкурс кулинарного искусства среди школьников с ограниченными возможностями здоровья. Связан он с профессиональной ориентацией ребят. Вкусный конкурс объединил юных поваров из 2 средних школ района. Мария Винокурова о представленных блюдах. Заданная тема – салат-винегрет и пирог-шарлотка. Также ребята соревновались в конкурсе лучшей плакатной рекламы «Мы выбираем здоровое питание». В приготовлении блюд юным поварам помогали наставники, классные руководители, учителя технологии. Организаторами конкурса, проводимым в онлайн-формате, стали Тампонское управление образования и Хандекская средняя школа. Испекла я классическую шарлотку. Я побыла на конкурсе и посмотрела видео других ребят. Мне понравилось, как они готовили и ихняя выдумка. Содержательные, интересные, а порой и забавные видеоотчеты процесса приготовления полезных блюд вызвали большой интерес и массу положительных эмоций у жюри. Подобные мероприятия становятся для детей настоящим приключением. В процессе работы формируются навыки коллективного труда и доброжелательного отношения к другим людям. Вообще, мне очень понравилось. Вообще, это и оригинально, и дети такие интересные. И подошли с таким творческим подходом к этому. Я считаю, что это очень здорово. Это проходило, конечно, онлайн. Представляете, если это было бы вживую, да, это было бы вообще здорово. И для нас, и для детей то же самое. В итоге, по результатам конкурса «Кулинар» все участники удостоились призовых мест. Ну а лучшим кулинаром признан учащийся Крицхачайской средней школы имени героя Хлопкова Егор Севастьянов. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. К этой минуте это все новости. Не забывайте носить маски, соблюдать безопасную дистанцию и оставайтесь с нами.